Такого рода проект для меня это новое. Инклюзивное направление – это та сфера, в которой я никогда не работала. И интерес к этому направлению появился в результате работы с моим собственным исследованием. И возникла идея, а как можно взаимодействовать и как можно передать ощущения, эмоциональную составляющую через авангардное искусство человека незрячего. Прежде всего, это просто интересно, это необычно, это вдохновляет. Мы поем, стихи пишем и читаем, и вот как раз наш эмоциональный фон, эмоциональный уровень, вот эти картины позволили его выплеснуть, потому что столько слов, не всегда их можно обрамить в какое-то стихотворение, там, допустим, да, а можно это сложить в картину, в мозаику, в игру цвета, вот, благодаря художникам, которые помогают нам наносить эти цвета, использовать краски, в общем, в картине. Как-то раскрылась, у меня вот была такая возможность вот, больше вот, показать, наверное, вот какая я внутри, как бы мне хотелось бы вообще, вот, наверное, видеть этот мир вот в таких цветах, как вот у меня вот, как задумано и сидела вот у меня вот глубоко где-то, не знаю, в мыслях, в душе, в сердце. У меня с детства было небольшое зрение. Не стопроцентное, но хороший такой остаточек. Но с возрастом это стало теряться. А когда было зрение, я очень любила рисовать. И рисовала классические изображения лица и всех предметов должно быть пропорционально. А потом, когда стало теряться зрение, предметы стали размываться. Очень интересно было, когда пригласили вот поучаствовать в проекте. Я сначала испугалась, а потом думаю, как же это интересно. Это так созвучно моему восприятию, что я сейчас уже не могу мир нарисовать даже вот пропорционально, ровными линиями. А здесь такие вот можно изобразить какие-то такие абстракции. Они будут как бы отражать твое мировосприятие некоторое. Как выстраивалась работа? Мы предлагали участникам полотно, на котором уже было нанесено контуром определенная композиция. Это было авангардное направление в супрематизме. Прослушав музыкальный трек, который заранее был создан специально в рамках этого проекта. Как я себе представлял, под эту музыку я слушал, можно сказать, впадал в транс. А потом я же от этого отталкивался. И под цвет красок, цветов, формирование как переходов от одного цвета другого. У меня такие были в голове задумки. Біз көрмейтін адамдар сипалап қана, нағылып қана сеземіз. Сол арқылы біз бұл не екен, не туралы айтатын, кім екен скульптура туралы түсінеміз. Сырттағы қаланың ішіндегі кейбір ескерткіштерді біз көрмесек те, нағылмасақ та, мен сырттан, например, жақында ғана Қаныш Сәтбаевтың, біздің бірінші академигіміз Қаныш Сәтбаевтың 125 жылдығы қазір толып жатыр. Сол Қаныш Сәтбаевтың ескерткішінің алдына бұрын бұқар жырау болды. Сол арқылы ескерткіштерді, скульптураларды бәрінде біз бұл өзіміздің бұрынғы ескерткіштеріміз екен, бұрын не екен, мен сезінем, бірақ білуге болады. Желтого начинать. А как вот тут сочетание есть, тут желтые же, а тут же светлые, а там переход на светлые лучше или темнее лучше? Как угодно сделать, да? Искусство – это такая вещь, которая способна затрагивать какие-то внутренние струны. Искусство может ответить на вопрос, который мы каждый себе задаем, о том, кто мы такие, что мы делаем в этом мире. Потому что, это гораздо важнее, особенно людям с особыми потребностями, потому что эти люди воспринимают мир немножко по-другому и сталкиваются с другим набором обстоятельств, что влияет на их мировоззрение, соответственно, и на их творчество. Өнер әр халықта әртүрлі деп түсінемін. Әр халықта әртүрлі, оны білу үшін, оны өте не, біз мысалға Леонардо да Винчидан бастап бер жағына барлық нелерін, Қастеевтің суреттерін Алматыдағы көргендей, солар арқылы біз өмірді түсінеміз. Жалғыз қалғанда даже суреттер туралы көргенде бір
басқа бір әлемге кіріп кетесіз. Но в искусстве, наверное, мы выражаем полностью вот свое вот это вот внутреннее, вот это вот выплеск какой-то, который он обязательно нужен, но он нужен каждому человеку, а нам, мне кажется, еще больше, потому что у нас все в таких тонах, да, серое, темное, а в мысли в голове, в душе мы представляем совсем все по-другому. Нам хочется вот этого всей яркости, ну, мне прям вот выплеснуть хочется, и мне это очень помогает. Именно работая в этом проекте, у нас получается попробовать создать тот космос, который есть и который мы обладаем все, потому что как бы у каждого свой космос все-таки внутри, и у каждого свое ощущение космоса. Для меня именно космос — это вот то, что нельзя потрогать, но очень хочется, и именно закрывая глаза, трогать какие-то текстуры, какие-то объемы. То, что мы предлагали, состояние космоса, почувствовать космос. И каждый, наверное, в этой работе показал свой внутренний космос. Космос разный бывает. Это по моим ощущениям, по моей фантазии. Он разный. Где-то теплый, где-то холодный, где-то средний. Это мое такое ощущение цвета и представление космоса. Творчество в целом – это такой идеальный инструмент для социализации, потому что все включается в работу. И коммуникация, да, общение, и взаимодействие, и цель. То есть готовый творческий продукт, он дает возможность понять внутренний мир человека, на что он способен. Ведь сколько среди незрячих есть ремесленников, которые и скульпторы, да, и из макраме плетут, и шьют. У меня был знакомый музыкант глухой. Казалось бы. Он говорит, я слышу руками. И он объяснил мне, что в зависимости от того, насколько сильно ты ударишь, палочка тебе отзовется, он был барабанщиком, и это позволяло ему мыслить иначе. То есть полностью вычеркнув из парадигмы непосредственно звук как таковой, а исключительно тактильное ощущение. И, надо сказать, практически никто никогда не знал, что он глухой, только до момента, пока он сам об этом не говорил. То есть это никак качественно не влияет. Это, наоборот, позволяет открыть новые перспективы во владении инструментом. Я думаю, что не только, скажем, с музыкой, с барабанами так. В данном проекте мы, естественно, закладываем позитивную энергетику и делаем объекты, которые, когда вы их касаетесь, ощупываете эти поверхности, вы получаете в обратную сторону волны, какие-то энергетические волны, которые побуждают хотя бы поразмыслить и подумать о том, что это, как это на мне, почему так, и что я могу получить, когда вот потрогаю. Трогая руками, складывается то ощущение какого-то ожившего уже существа, пространства, в которое ты попадаешь через тактильность. Там уже включается другая даже работа внутри. Это как руку пожать. Ну, допустим, ты встречаешь человека, ты с ним разговариваешь, вот есть человек, но когда ты пожимаешь ему руку, это какой-то другой контакт уже. Это было удивительно наблюдать, как сантиметр за сантиметром они исследуют, как они подробно включаются в композицию всего полотна. Когда мы начинаем работать, они очень активно описывают цветовые впечатления, и для меня было определенно сложно запомнить их. И я просила, подождите, остановитесь, что мне нужно перенести и зафиксировать. Но в конце работы они четко помнили, где какой объект, с какими градациями, с какими цветовыми переходами. То есть поражает их память. Как раз-таки эта практика замечательная для того, чтобы вспомнить. Потому что, когда ты долго не видел эти цвета, они потихоньку превращаются уже в пятна, сливаются, забываются. И, естественно, в быту, в повседневной жизни вообще не анализируешь даже. Когда мы сели, почему мы такие были слишком разговорчивые, потому что нам хотелось прям вот это все выразить, передать, вот этот цвет, вспоминаешь, где-то там начинаешь вся в памяти рыться, все всплывает, и какие-то картины, которые помнил, и которые не помнил, и которые придумал. Ну и вообще это круто. Художник, который с нами работает, она очень тонко чувствует. Я рассказываю языком о своем мировосприятии, о своих ощущениях. Эти геометрические неровности, но изображенные в ярких разных цветах, которые я помню. Я думаю, нам всем нужен ответ на вопрос, для чего мы здесь, кто мы такие. И искусство, в частности творчество, позволяет почувствовать себя чем-то большим. Это дает ощущение, может быть, не исцеления, а какого-то облегчения того, чем ты собираешься заниматься, что ты хочешь делать. Потому что что-то созидательное позволяет тебе почувствовать себя творцом. И мне кажется, это может придать смысла в жизни, а значит и позволить людям жить более
то есть комфортную жизнь, более качественную, наверное. Я получила удовольствие от собственных, что я могу высказать, и это может быть уловлено и перенесено в такую визуальную форму. У меня получилось как-то немножко выразить вот это все, и мне свои какие-то, свое какое-то настроение, какие-то, как говорится, донести, может быть, до людей, какие-то свои ощущения, наверное. Мне очень даже понравились такие проекты, мне кажется, очень нужны нам, очень даже. Желательно больше было бы этих выставок и тактильные картины и скульптуры бы можно было бы трогать и ощущать больше. Таких же мероприятий мало проводится. Желательно бы больше. Я бы мог бы в этом бы поучаствовать, тоже бы хотелось бы. Когда человек с инвалидностью понимает, что он нужен, и его труд, его творчество даже востребовано, это круто. Инклюзия – это одно из направлений, которое поддерживается The British Council. Это действительно уникальная возможность для реализации творческих проектов в этой сфере. И по итогу этой практики было самое ценное – это желание повторять это. Желание повторять и иметь возможность выражать эти ощущения, которые в них есть. И как оказалось в процессе, что мы разработали методику, которая прежде в их практике не присутствовала. И эта методика позволяет им выразить свои эмоции. Это говорит о том, что насколько важны такие проекты, насколько важно искусство в мире всех категорий граждан, доступность их. И этот проект – это возможность соприкоснуться с миром незрячего человека. И это удивительно.